Сердце размером с кулак и находится Не здесь вот слева, как все думают, а он посередине. за 1 минуту перекачивает более 4 литров крови. Оно у нас сокращается как полотенце, когда выжимаешь. А заболевания сердца и сосудов – бич современности в мире. 20 миллионов населения умирает от сердечно-сосудистых заболеваний. Одышка, боль в груди, слабость – повод обратиться к кардиологу. Безусловно, занимает лидирующее место вместе с таким заболеванием, как онкология. Меня зовут Андреев Виталий Борисович. Я родом из поселка Батагай, Верхоянский район. Родился на самом севере края. Но работаете и живете сегодня в Москве. Да. Работаю и живу в Московской области. Это город Дубна, тоже север Московской области, все тянет на север. Там я работаю в течение последних 3 лет. Являюсь руководителем сосудистого центра, в котором мы лечим и помогаем пациентам нашим. Какие пациенты к вам обращаются? Чем вы им помогаете? Сосудистый центр наш – это один из главных звеньев в оказании специализированной высокотехнологичной помощи пациентам, у которых есть заболевания сердечно-сосудистой системы. Это ишемическая болезнь сердца, это различные аритмии сердца, пороки сердца, ну и все, что связано с сосудистым руслом. Это сонные артерии, артерии нижних конечностей. Начиная от диагностики, непосредственно само лечение, процесс лечения, он бывает экстренный, плановый, потом ранняя реабилитация и дальше уже 3-й этап реабилитации, это амбулаторное наблюдение пациента. И полностью пациент проходит вот эти все пути. И это и есть вот замкнутый цикл, когда ты от самого начала до конца курируешь пациента и помогаешь в прохождении данного лечения. С момента открытия рентгено-эндоваскулярной операционной нашей ангиографической службы существенно улучшилась ситуация с сосудистым здоровьем людей. Вот за один прошлый год снижение смертности от сосудистых заболеваний более чем на 10% достигнуто. Минимальная летальность, то есть процент умерших от острых, серьезных сосудистых поражений. Если брать острый коронарный синдром, инфаркт миокарда, то 1,3%. Это показатель, один из лучших в мире. Мы 3 года назад открыли первое отделение, это отделение рентген-хирургических методов диагностики и лечения. Это непосредственно сама операционная, где стоит у нас огромный большой аппарат, называется ангиограф. Вот на нем как раз-таки мы проводим все наши манипуляции, малоинвазивные, также и оперативные открытые операции, это установка кардиостимулятора. Далее у нас было открытие кардиологического отделения, то есть пациент должен же где-то лежать в каком-то отделении. Вот он приходит изначально в кардиологическое, дальше подается в рентген-хирургическую операционную, делают операцию и обратно в отделение. То есть это вот внутренний цикл вот этого сосудистого центра. Вариабельность сердечного ритма и сатурация, но они нам очень помогают, мы в течение всей госпитализации можем динамику контролировать и выравнивать. Далее, чтобы он был полноценным, мы открыли отделение неврологическое и принимаем там пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. То есть мы охватили как инфаркт, так и охватили инсульт. У нас было открытие, это реабилитационное отделение. Оно направлено на 3 направления. Это у нас опорно-двигательные системы, реабилитация центральной нервной системы и периферической нервной системы, также соматическая еще реабилитация. То есть это тоже комплекс полный реабилитационный для пациентов, которые получают лечение с вмешательством оперативным, а далее уже переходит на реабилитационный. И это еще один большой замкнутый цикл. Особые слова благодарности герою России из Якутии, специально приехавшим нам сегодня вместе с нами открыть это отделение. Старт, внимание, марш.
Очень люблю свою родину, очень к ней отношусь тепло. Мы с постоянным представительством республики коммуницируемся в плане СВО. Все наши бойцы, которые бьются за нашу победу, могут пройти у нас реабилитацию. Сейчас этот план полностью реализован. У нас сейчас в стационаре уже около 10 человек наших бойцов. Ну и также ждем следующего, чтобы им помочь улучшить качество жизни. Участники СВО также могут проходить реабилитацию в вашем центре. И какое лечение они получают и с какими случаями они к вам обращаются чаще всего? Сейчас, в настоящее время, это очень такая отдельная своя когорта пациентов. А пациенты на самом деле непростые, они тяжелые, они после больших тотальных каких-то поражений и конечностей, и сосудистой системы, и психоэмоциональный компонент присутствует при этом, при всем. Для них сделано отдельное отделение для пациентов, которые прошли вот этот период войны. И там же они также получают помощь в виде мультидисциплинарной команды. То есть приходят разные специалисты, начиная там с логопеда, с психолога клинического, непосредственно с самого узкого специалиста, будь то травма, это травматолог, будь то нейрохирургическая какая-то травма, нейрохирург консультирует. И вот эта вся команда, она работает во благо того, чтобы оказать ему помощь и улучшить качество его жизни. Вы не понаслышке знаете, что такое линия боевого соприкосновения, поскольку еще в 2024 году сами работали на передовой, оказывали помощь бойцам, участникам СВО. Расскажите, как это было, что запомнилось больше всего и с чем сталкиваются ребята там? Я ездил в Запорожскую область. Это там, где находится у нас атомная электростанция, знаменитая Запорожская. Это было прямо на линии соприкосновения. Там в этот период как раз-таки рядом недалеко от 50-100 километров находилась деревня Работино, где была кинжальная битва. Это когда практически все горит вокруг. Также сейчас война, она цифровая, очень много было беспилотников. Мы туда ездили в качестве сводного медицинского отряда, то есть со всей системы ФМБА, собирали определенных специалистов по требованию, то есть это были анестезиологи, реаниматологи, кардиологи, хирурги, травматологи. Нас поехало тогда 6 человек. И наша основная задача была это внедрить российскую систему здравоохранения, поскольку там у них своя принятая система. Нам надо было сделать так, чтобы работала по российской системе. Моя основная задача была это внедрить систематически документальную часть. И также я параллельно с этой работой занимал должность исполняющего обязанности заведующего отделения терапии, где лежало очень много разных пациентов, то есть начиная от онкологии, заканчивая банальной гипертонической болезнью. Был я там в районе 3-4 месяцев. Период был тяжелый, но это был очень довольно-таки большой для меня и очень такой ценный опыт. И с бойцами, и с жителями. То есть у нас была там больница как плановая, так была и экстренная. Там привозили травмы, ранения различные, и также поступали пациенты планово лечить хронические заболевания. Я как-то сидел, ко мне зашел один пациент, он пришел с банальным, говорит, у меня просто поднимается давление. Но в ходе разговора и сбора анамнеза жизни его и заболевания самого непосредственно, я стал понимать, что он уже перенес на ногах 2 инфаркта, что у него есть сопутствующее заболевание, это аритмии сердца, фибрилляция предсердий. И я так понял, что у него это комплексное идет поражение сердца. И он потом приехал к нам в Дубну, оттуда,
по маршрутизации. Мы, Прям Запорожье. да, Запорожье, он приехал, но потом за ним еще поехали люди. То есть мы пролечили в Запорожской области порядка 25 пациентов. Они стали ездить друг за другом. Это как сарафанное радио. Они передавали и говорили, что смотри, я съездил, это реально, и мне это все бесплатно сделали. И я получил, ну, реально квалифицированную помощь. И вот так мы душевно и психологически и вообще показали людям, как мы можем это делать здесь, потому что они все психологически, ну, как заточены так, что о, Россия, о, москали туда ехать, это так далеко, а там вдруг нас обманут, еще что-то, то есть, ну, вот какие-то такие мысли. Настороженно, да? Да, настороженно. Мгм. В итоге пациенту удалось спасти, сделать ему... Да, мы сделали ему коронарографию, посмотрели сосуды его, у него действительно оказались поражения. Мы установили стенты, мы спасли его, получается, от инфаркта, который мог возникнуть через какое-то время, ну, никто не знает. Также мы ему назначили терапию антиаритмическую, мы ему эту аритмию, как мы говорим на жаргоне, усмирили. Мы снизили частоту, мы ему подтянули сердечную мышцу. Ну и в комплексе он получил хорошее лечение и стал чувствовать себя замечательно. Поэтому с благодарностью он уехал. Ишемическая болезнь сердца, коронарный синдром, инсульты, инфаркты – это все такие тяжелые заболевания, и сердце сам по себе непростой орган. Почему вы решили стать кардиологом? Хороший вопрос. Я, наверное, определился с кардиологией на 2-3 курсе, когда учился у нас в городе Якутске. Поступал я в ЯГУ, закончил СФУ. Был на 2-3 курсе. Я проходил как и практику, так и работал параллельно. Я вообще начал свою деятельность с 10 класса. То есть я начал санитарий. В 10 классе я обучался в малой медицинской академии. У нас были курсы анатомии еще уже в 10 классе. 2 года я там отучился, получил корочку, которую я потом приложил к поступающим своим еще экзаменам в комплекте. Ну и поступил в мединститут. И параллельно вот с этим, как раз когда я проходил практики, я там же устроился на работу в 10 классе. Я начинал санитаром, 10-11 класс. Первый курс я пропустил, потому что он все-таки, ну, очень важный. Я обучался, и когда я уже, ну, понял, что могу совмещать, на 2 курсе я опять возобновил работу, также устроился санитаром, а на 3 курсе я уже сдал экзамены на сестринскую деятельность и стал медбратом в кардиологическом отделении. И вот как раз-таки там я уже как-то и психологически, и ментально понял, и почувствовал, что, ну, надо заниматься кардиологией. А сердце как орган чем вас привлекло? Это же очень сложный орган. Да и в 10 классе у человека, мне кажется, молодого человека, совершенно другие мысли. А вы вот как-то решили сразу думать о своем будущем, строить свое будущее? Я когда на него посмотрел анатомически, ну, в книжках, как он нарисован, и когда учился в анатомке, мы его как непосредственно орган видели, чувствовали. И я когда смотрел на него, я понимал, что вот этот орган, он отвечает практически вообще за все. И если его не будет, то как бы организм не будет функционировать. И я почему-то тогда задумался, что надо вот научиться его лечить, чтобы я мог потом как-то в дальнейшем дарить людям жизнь, что ли, помогать улучшать качество жизни. А это правда, что наше сердце сравни кулаку? У каждого человека оно разного веса, разного размера, и всегда все сравнивают, что он с размером кулака вот находится именно здесь, не здесь вот слева, как все думают, а он посередине. Там, где сплетение? Ровно, да, за грудиной. И он еще в такой сумкованной сумке, как в перикард называется. Вот. И оно сидит прямо здесь, вот где душа. Оно очень сильное, очень миокард по себе очень сильная мышца. И сердце, сейчас открою секрет, оно у нас сокращается как полотенце, когда выжимаешь. Вот оно ровно такую же функцию сокращения имеет. Его функция основная – это наполниться кровью
ну, расслабиться, заполниться кровью и потом скрутиться и выдавить кровь по всем сосудам, которые у нас проходят по организму. И для того, чтобы дошла кровь до ног, это надо, ну, с такой силой крутануться, чтобы туда кровь дошла. Поэтому он маленький, но удаленький. Ну, отучился 4, 5, 6, сдал госэкзамены. Я сразу понял, что надо поступать в ординатуру. Я поступил в Санкт-Петербург, в Северо-Западный медицинский университет СЗГМУ имени Мечникова. Обучался там 2 года ординатуры по специальности кардиологии. И вот там я как раз-таки еще больше полюбил кардиологию, потому что для меня контингент уже был другой. И я там стал как раз-таки уже непосредственно лечить патологии сердца. Я уже узнал по отдельности их, как там сердечная недостаточность, ишемическая болезнь, что такое гипертония, как они лечатся. У меня очень хороший учитель там был, это Наталья Сергеевна Швец. Я с ней плотно работал 2 года. Вот я у нее перенимал опыт, и она меня обучала. И да, потом уже в дальнейшем, как я закончил ординатуру, я поступил на курсы организации здравоохранения. Дальше решил, что надо идти в аспирантуру. И собрал вещи в Санкт-Петербурге и переехал в Москву. Я поступил в Бакулевский центр кардиохирургии, где именно пациенты уже получают различного характера операции. То есть это большие операции на сердце, это АКШ, замена клапана, пересадки сердца. Вот, где я, кстати, принимал активное участие. Я был в команде по трансплантации сердца. Непосредственно отбирал эти сердца на операцию. При мне мы пересадили больше 15 сердец. Параллельно со всем этим я писал научную работу. Научная работа у меня была направлена на заболевание Кавасаки. Это заболевание у маленьких детей. Оно было впервые выявлено в Японии. Я разрабатывал алгоритм лечения таких пациентов. Это маленькие дети 5-6 лет, которые переносят инфаркт. Я по всей России собрал базу в районе 48 детей. Из них было соперировано в районе 12 детей. Остальные дети были на консервативной терапии. Ну и да, мы выработали алгоритм, и сейчас такие дети получают более квалифицированную помощь, потому что раньше у нас в России никто не понимал, как это делать, как лечить и как вообще к таким детям подходить. Ваша семья как отнеслась к тому, что вы выбрали связать свою жизнь с медициной, да еще и с кардиологией? Моя семья положительно. Я уже врач в 3-м поколении. У меня бабушка была фельдшером, мама у меня клинический психолог, папа у меня врач-невролог, заслуженный врач и Российской Федерации, и Республики Саха-Якутия. И я, который стал кардиологом. Потому что все, что в детстве было у меня вокруг, это все было связано с медициной. Я в самом маленьком, в своем возрасте, меня вводили по больницам, и вот этот запах препаратов, да, вот. Я когда сидел, я смотрел на это все, как люди ходят, какие запахи в больнице, и вот эта вся ассоциация вокруг, она прям с детства идет, и поэтому я, когда уже профориентация была уже, в голове у меня она происходила, я думал, ага, надо мне химию, биологию сдать, я все-таки, в медицину, у меня родители медики, я сам уже рос в этой сфере, поэтому думаю, ага, надо по-любому идти туда. Но у меня прям как-то по жизни так шло, что вот в медицине и все, я уже в ней оказался. Кардиологи рекомендуют заниматься спортом. Должна быть регулярная физическая нагрузка, не чрезмерная и не гиподинамия, то есть сидеть на диване перед телевизором. Все равно человеку надо помогать организму, чтобы это был непрерывный цикл в сосудах, чтобы кровь текла с определенной скоростью и доставляла кровь до всех практически тканей, кончиков наших конечностей. Поэтому умеренные кардионагрузки в пульсовой зоне, в зеленой именно зоне, когда частота твоих сердечных сокращений, она в районе от 100 до 150. У всех она индивидуальна все равно. Это я сказал, стандартные цифры. И если ты регулярно делаешь физические нагрузки в зеленой зоне, то твое сердце, оно подтянуто,
оно функционально крепкое, и оно выносливое, и оно функционально очень хорошо работает. И организм чувствует себя замечательно, потому что вся кровь, она притекает ко всем органам, конечностям, и ты всегда получаешь кислород. Я занимаюсь кардионагрузками. Начал с бега я. Сперва, еще в 2016, наверное, я начал просто легкие пробежки, там по 500 метров, потом до километра дошел, потом до 2. Для меня тогда это было много. Потом со временем это перешло в большие дистанции, потому что появились большие соревнования. Для меня я уже узнал о таких, как полумарафон, марафон, а там дистанция уже 21 километр, 42 километра. Вот так вот потихонечку, постепенно я дошел до триатлона, в котором есть 3 вида спорта. Это плавание, бег и байк, велосипед. 7 лет подряд я бегаю марафоны, то есть уже 7 марафонов пробежал. Пробежал в районе 4 полумарафонов, сделал пару олимпийских дистанций на триатлоне, проехал на велосипеде в районе 180 километров. Это получается полужелезная дистанция и полная железная дистанция. Это много. И для обычного человека, который не бегает вообще, это много. И для организма это стало привычно. Это очень укрепляет сердце. Но мы знаем, что спорт в вашей жизни привнес не только здоровье, крепкое сердце, но также благодаря спорту, в частности бегу, вы познакомились со своей женой. Да, со своей красивой спортивной женой. Мы познакомились на Лужниках, там мы встретились. Мы тогда начали готовиться к марафону. Она тоже бегает, тогда готовилась к марафону и говорит, что сердце очень быстро сокращается. Я сразу применил свои медицинские знания, и стал вычислять, почему это происходит. И это оказалось на фоне низкого гемоглобина, то есть я это все посмотрел, подогнал и дал ей определенные рекомендации. Они сработали, и мы потом решили встретиться на Лужниках и провести общую тренировку. И все, и с тех пор мы 24/7. Он очень ответственный, очень вежливый, очень харизматичный. И мне вообще нравится ум. И он очень осознанный, очень мудрый. И есть такие люди, как визионеры, то есть мыслят масштабно, смотрят на несколько шагов вперед. И при том он очень чувствительный, очень эмпатичный, и очень заботливый. Предложение руки и сердца. Так. Это самый трепетный момент? Для девушки, мне кажется, да. Это было в Париже. Я училась с 1 по 11 класс французский язык. Это в Намском районе. И большинство всех моих одноклассников, они все побывали во Франции. Либо в Бельгии, либо в Франции. У меня не было возможности полететь во Францию, и мне всегда хотелось закрыть свой интерес. И спустя очень много лет эта мечта осуществилась благодаря моему мужу. Да, я впервые побывала в Европе. Вечером Париж, где-то 7 вечера мы прогулялись. Мы оба сидим возле Эйфелевой башни. Мы сидим, ждем, когда загорятся эти лампочки на башне. Я уже понимала, что да, будет предложение, потому что все к этому и шло. И Виталий, да, признался мне в любви, предложил свою руку и сердце. Я, конечно же, согласилась. Это было очень трепетно, очень волнительно и один из самых лучших моментов в моей жизни. Та-дам! Его! И 8 июля этого года мы заключили брак на Всероссийском фестивале бракосочетания, где было 125 пар с разных регионов России. И мы там представляли республику нашу родную. Мы были в национальных костюмах, и это все было очень красиво, очень массивно и на всю страну.
к этому и стремился, чтобы это опечаталось в памяти. Это наша история, которую мы будем хранить и нести по жизни. 8 июля 2025 года в столице России, городе Москве, ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой супруги. Поздравьте друг друга. Эта свадьба гремела на всю страну. Можно так сказать. Будете внукам рассказывать. На республику точно. Иногда так смотришь, думаешь, ой, это мы что ли, мы так сделали, что ли? Как-то так, да. Сердцем нужно биться в унисон. Ты должен его уметь чувствовать. И если ты это делаешь, то у тебя все в жизни будет хорошо.